Республика Башкортостан на севере граничит с Пермской и Свердловской областями, на востоке – с Челябинской областью, на юге и юго-западе – с Оренбургской областью, на западе и северо-западе – с Татарстаном и Удмуртией. Глава Республики Башкортостан Ради Хабиров в рабочих поездках по региону довольно часто. В некоторых районах и городах бывал уже несколько раз, в том числе и в Сибае. Сибай – небольшой город, находится за Уралом в 286 километрах к юго-востоку от Уфы. По легенде, охотник из деревни Старый Сибай раскапывал нору куницы и наткнулся на тяжелую красную глину с блестками перита, верный признак месторождений медных руд. Это событие и стало судьбоносным для небольшого зауральского населенного пункта. С годами он вырос в поселок, а в 1955 году Сибай стал городом республиканского подчинения. В 2020 году Сибай отмечает 65 лет со дня основания. К празднику все самое лучшее. В городе ремонтируют дороги, благоустраивают дворы, сдают социальные объекты. Один из них – подростково-молодежный клуб «Ирандык» в микрорайоне Горный. Иң олы ризык икмәктән, тәмде, авыз итегез. Һәр сак шулай байлык, муллык менән матур гомер итегез. С караваем соль подносим, поклонясь отведать просим. Дорогой наш гость и друг, принимай из рук. Хөрмәтле кунакларыбыз, түрдән рәхим итегез. Уважаемые гости, добро пожаловать в многофункциональный клуб «Ирандык». Спасибо. Дезинфектор, обработка, температура, все как положено. Нормально? Да. Масочки, пожалуйста. Это у нас подростковый клуб «Ровесник» называется. Подростковый клуб «Ровесник» работает в разных направлениях. Одно из последних направлений, которое стало очень популярным, это волонтерское движение. У нас республиканский центр волонтерский по адресу Горняков, 45. И это филиал волонтерского центра. Волонтеры активно работают, помогают. Поселок большой. Мы постоянно получаем от наших спонсоров продуктовые наборы. И вот очередной продуктовый набор, выделенный Башкирской торгово-промышленной палатой, для многодетных, малообеспеченных семей сегодня волонтеры, они обязательно доставят в эти семьи. Отлично. Я смотрю, чтобы наша башкирская была. Да, да, они этого придерживаются. Здравствуйте, ребят. Товарищ глава Республики Башкортостан, воспитанники военно-патриотического клуба мужества имени Айдара Акулова, юноармейского отряда «Звезда» для занятий построены. Руководитель клуба капитан Идрисов. Здравствуйте, ребята. Подростковый клуб действует более 15 лет, и очень хорошим подарком стало это приобретение электронного тира. Ага. Ребята, покажете? Покажите, ребят. Кто? Юноармеец Кулинин. Я. Юноармеец Солдатов. Я. Юноармеец Ахмедзянов. Я. На огневой рубеж шагом. Марш! Бою. Уже новое оборудование, которое я принял. Пяти выстрелами по своим мишеням. Огонь! Это все в центр бьет, получается. Стрельбу закончил. Ну, все в десятку. Молодцы. Встать строй! Есть. Так, А здесь вот это вот получается. Да, это полностью наш тир, будет коворкинг-центр, мы здесь будем заниматься, проходить. Ну и здесь вот для горного, получается, здесь можно и какие-то мероприятия делать. там Конечно, нужно, конечно. да? Очень хороший центр, он один у нас такой будет в поселке. Мы В поселке готовы- сколько проживает? Более 4500. Ну, конечно, это даже это маленькое. Спасибо, ребята, спасибо. Следующее направление, которое мы вам хотели показать, это у нас Здравствуйте. новая профессия погружения. Аида Ириковна, технотера, вместе мы работаем. Эта комната будет называться IT-погружение. Здесь дети и подростки будут обучаться по атласу новых профессий, новым профессиям. А это у нас получается в области кибербезопасности, создания игр это вот, и по нейроинтерфейсам. Плюс еще и будет идти параллель с ними по трудоустройству с Романом Ринатовичем. Роман Ринатович, с ними, Да.
Мы хотим показать вам еще одно направление, по которому мы работаем. Это трудоустройство несовершеннолетних. Начиная с 14 лет сами предприниматели молодые берут их к себе на работу, трудоустраивают. Мы все это делаем через наш подростковый клуб, чтобы мы знали, наши ребята несовершеннолетние, кому пошли работать, каким видом деятельности они занимаются и какую заработную плату ребята у нас получают, чтобы их никто не обманул. Роман у нас входит в молодежный парламент, он над этим работает, и этот проект у нас ведет. Как данный проект работает? Значит, у нас имеется в социальных сетях ВКонтакте группа, где в электронном виде заполняется анкета соискателем работы, попадает к нам в работу, наши специалисты обрабатывают. По каждой заявке берется справка о согласии родителя, что его ребенок может выполнять данную работу. После чего данные анкеты предоставляются предпринимателю, который ищет соискателя, скажем так, в работе. Они уже совместно это отрабатывают, выплачиваются денежные средства и дает нам обратную связь о качестве выполненных работ. Данный проект мы хотим тиражировать в каждый город нашей республики, чтобы молодые люди от 14 до 18 лет могли свободно зарабатывать своим трудом денежные средства и уже готовить себя к будущей взрослой жизни. Да, здорово. А вы же начали это делать или вот Да, только вы? начали. Сколько уже устроили? На сегодняшний день у нас имеется база. Список имеется. Кто в В работе? смысле, вы сегодня это начали или вы? Нет, уже это вот с первого квартала. На сегодняшний день у нас имеется 34 соискателя. Но пока еще никого не устроили. Уже отработана 21 тут вот заявка. поиски работы. Это вот на сегодняшний день они готовы представить работу. Отработана 21 заявка общей стоимостью 20 тысяч рублей. Ну да, это же, если до 18, это значит либо студенты, либо школьники. Ну пока вот как раз, наверное, август, учеба началась. Да. В промежуток попали когда. Мы там, кстати, имейте в виду, что мы с ректорами посовещались и приняли следующее решение, может, вам это поможет. Это предложение ректоров было по поводу начала 1 сентября. Начинают учиться в режиме, скажем так, настоящем, живьем, начинают учиться студенты первого курса и последнего курса магистратуры. Все остальные, я принимаю решение пока такое, что на 1 месяц они будут учиться дистанционно. Вузовские все-таки работники, они вузовские обучение предполагает более эффективное дистанционное. То есть 1 месяц эти ребята будут дистанционно. Им не надо выезжать сейчас в Уфу. То есть у вас ребята, которые учатся сибайские, учатся там, остается вот месяц трудовая сила вам. Замечательно. Так что смотри, имейте вот это. Вы знаете, делая подростковый клуб, мы делаем ее вместе с ребятами, вместе с тренерским составом. Пожалуйста, вот тренер у нас есть. Это мы с вами планировали под что? Под тренажерный зал. Под тренажерный зал. А тут станет что-нибудь или штанги какие-то? Да, вот здесь, конечно, все на высшем уровне, спортзал огромный. Спасибо, конечно, не помешало бы еще у нас разнообразие инвентаря. А так, Вот глава обещает в сделать, общем, все великолепно. Ну, мы, думаю, вместе с УГМК холдингом эту тему реализуем. Хорошо, спасибо. А так зал великолепно, огромное спасибо. Детям очень нравится. Здорово. Спасибо здорово, большое. здорово. Спасибо. Нет ничего лучше Спасибо. спорта, это я согласен. Следующее направление, которое реализуется, художественная гимнастика. Посмотрите, Здравствуйте. какие у нас малышки. Здравствуйте, Здравствуйте. ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Порадуйте нас. Это будущий наш олимпийский лидер. Это художественная гимнастика. Художественная секция, гимнастика, да? Мы так хотим, чтобы нас развивалось. Смотрите, какие малышки. Обязательно, конечно. Обязательно. У нас тренер, выучился тренер. Я говорю. Смотрите, какая гибкость у детей, да? Такие малесики. Все они у нас будут олимпийскими чемпионками. Дай бог. Да. Молодцы. Спасибо, ребята, спасибо. 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 Следующее направление, нам очень нравится, что единственный подростковый клуб может даже в республике со своим двориком. Посмотрите, какой у нас замечательный дворик. Здесь мамы, дети, молодежь. Первая площадка, которую мы вам хотим показать, это наша площадка. Мы уже в этом году завоевали более 4,5 миллионов. Это по фонду президентских грантов. Президент России, Да, да. А у вас сколько детей здесь занимается?
У нас 60 детей на бесплатной основе по счету гранта. Пометьте, давайте подайте на мой грант. Да, Мы его увеличим. да. Я немножко Главы добавлю. республики. Ладно? На грант главы республики. Они молодцы. Вот Сибай, Я о чем они говорю. настолько Вот, сейчас работают нет, по просто грантам. прям Да. поручение Мы организуем все. Мы сейчас развиваем получение грант по воздушной гимнастике. Следующая площадка, которая есть, это у нас родительская площадка. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте, ребят. Здравствуйте, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Здравствуйте! Слушай, Здравствуйте. отлично, отлично. Подойдем к родителям. Вот такие надо делать. Подойдем к родителям. Здравствуйте. 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 Благодарны, что на наш... Ну, настроение хорошее у вас? Да, очень хороший. Скажем так, чуть получше стало, да? Да. Чуть получше. Они буквально год назад были, у нас была площадка, просто стояло 2 или 3 железки. Так ведь, ребят? Дети у нас на бито играли, старались играть, а сейчас у нас красивую вот эту детскую площадку нам построили. Мы очень вам благодарны, спасибо. И Но, детям на радость, нам на радость. Ну, понятно, я горные все равно не разделяю, вы же сибайцы все равно. Да, конечно. Мы, чтобы вы понимали, ну, вроде Сибай мы сейчас не обижаем. Нет. Да? Спасибо, Раис Фаридович, за поддержку. Они вот, я, честно говоря, думал, филармонию мы сегодня откроем, но немножко не успевает, так что Сибаю самое серьезное внимание, и, ну и чтобы ваши мужья здесь работали, будем стараться. Спасибо. Вот это. Спасибо. А еще можно такую же площадку на Южном? А У где нас она? там так много Ну, Южный тоже, у нас 10 детей. поселков же. Поэтому мы занимаемся, она будет Ну, в следующем году, да? на следующий год. Не в этом. Вот смотрите, он обещает, в следующем году она будет. Спасибо. Спасибо, спасибо. У нас Договорились? запланировано. Спасибо Запланировано. большое. Спасибо, спасибо, хорошего настроения. Спасибо. Да. Следующая, вот Здравствуйте. еще площадка. Вам спасибо. Это площадка. спасибо. Мы хотим вам показать, что подростковый клуб, они работают в разных направлениях. Это волонтеры серебряного возраста. Да. Алмахат. Алмахат. Мен уфамнан шундай камаздын бермеңер. Сибай барағы, матур сибай қалағы, ар яғыны, бер яғыны, шул сибайда қалағы, ар яғыны, бер яғыны, шул сибайда қалағы. Спасибо. Мен айтам, мына ушулай камазды менге Уфада бермелерин. Билмейм, ия. Бик тамны. Они у нас финалисты, добровольцы России. Да. Спасибо большое, Надя, спасибо. Спасибо. Следующее мы вам хотели показать работу. Это работа пионерских лагерей. Наш вожатский корпус. Молодцы! Добрый Здравствуйте, день, ребята! Здравствуйте. Нравится площадка? Давайте. Давайте вместе сфотографируемся. Студенты Сибайского педагогического колледжа. Давайте. Давайте сюда, ребятки, сюда. Если хотите, можете сесть. Присядьте вот так на колени. А что, нас видно и так, да. Стой, стой. Мы вас так ждали. Ну вот. Сан Хабибович, идемте. Ура! Добрый день, уважаемые почетные гости, руководители. Мы от души рады приветствовать вас на таком великом празднике. Это потому что праздник детский и молодежный. Приятно очень, что у нас такой есть многофункциональный вот комплекс, клуб. Видите, как прекрасно, потому что он необходим. От города очень все-таки далеко добираться, молодежь, вернее, в город туда и обратно. Здесь, видите, какая теперь площадка и функциональная, пожалуйста, и такая сцена. Очень приятно. Мы рады этому. Поэтому в преддверии праздника юбилея города, может быть, Раис Фаридович, вы скажете какие-то напутственные слова? Здравствуйте, дорогие сибайцы. Я вот не в обиду даже своей родине Ишимбае скажу, что вообще-то вот за неполных 2 года моей работы здесь я больше всего в Башкирии был в Сибае. Конечно, причины первых моих сюда поездок были немножко сложные. Мы с вами вместе боролись против сложной экологической проблемы. Я считаю, вместе мы ее решили, вместе победили. И я каждый раз сибайцам говорю спасибо за это.
Поэтому всегда, когда я слышу про Сибай, когда говорим про сибайцев, и когда делим деньги бюджета, я всегда говорю, слушай, сибайцы заслужили это, давай их поддержим. Но так всегда продолжаться не может, и мы должны сами научиться зарабатывать. И что я могу сделать? Вот, поднять площадку Сибая как центра Зауралья, как центра, куда приходят инвестиции, где появляются новые предприятия. Я вот вам скажу одну очень важную вещь, я сегодня несколько раз повторю. Мне глава наконец сказал, что в Сибае наконец количество закрывающихся предприятий стало меньше, чем количество открывающихся. Значит, мы правильно идем. Я сегодня утром ехал в аэропорт, и вот когда заезжал на поле, видел большое количество молодых людей стояло, и немолодых, уже все собирались на севера. Там, наверное, и ваши мужья были. Наверное, кто-то, и это правильно на самом деле, потому что там очень хорошие заработки, год-два поработать, может быть, дом построить. Но все-таки, вот моя мечта, моя цель, над чем мы работаем, большая часть ребят все-таки пусть здесь работает, для этого нужна работа. А для детей, для наших ветеранов, мы вот будем потихонечку вот такие объекты создавать. Я здесь хочу поблагодарить, конечно, Башнефть, который здесь принял участие и финансировал. Вот Сергей Николаевич Рудой стоит, представитель Уральской горно-металлургической компании, который в прошлом году мы вместе работали над решением проблемы сложной, и который, конечно, главный наш работодатель здесь. Поэтому я вас всех поздравляю, живите счастливо, живите по-настоящему, а мы вам будем помогать. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Всего доброго, до встречи. Спасибо огромное всем. До свидания. Хорошего настроения праздничного. Спасибо большое. Следующий объект. Вот у нас ребята рисуют, художественная школа. А учитель-то есть? Нет, вот методист рисовал. Есть. У нас нормально в То, этом что вопросе. девочки делают мастер-классы своими руками. Там для вас есть отдельный портрет. Посмотрите в девочке, пожалуйста. Как девочку у нас нарисовала. Подаришь? Ты мне подай, а я тебе тоже медиа благодарим, да? Подпись надо дать. Мечта сбылась. Надо подпись попросить. Да, подпись. Подпись на память, да. Надо. Художника. Камила, напиши свое имя, Камила. Имя, фамилия, да. Телефоном бар мой. Значит, запишите подарок тоже. Все, я понял, да? Все. Как зовут тебя? Камила А фамилия? Юнусова. А почему ты нарисовала Ради Фаритовича? Ну, Ты по памяти, по фотографии как рисовала? по фотографии. Фотографии? Молодец, он очень похожий. Удачи тебе. Спасибо.